Мы против свалки! Мы против тарифов ЖКХ! За вывоз мусора! Загадили почву народа лакеи, министры поджали лисьи хвосты. Где справедливость? России злодеи с ухмылкой сжигают природы холсты. Буквально через год вся эта дрянь просто полыхнет. Рядом находится 7 веток газопровода. У нас всю республику, пол республики к чертям собачьим просто снесет. Это только мелочи. Это не считая той вонищи, которая будет постоянно, и отравленной воды. Нам нужно быть активнее, нам нужно быть громче, нам нужно не стесняться, может быть, иногда выглядеть какими-то городскими сумасшедшими и сказать своему ближнему: ну не мусори ты здесь, это твоя собственная земля, ты здесь живешь и здесь будут жить твои дети. Нам говорят, что это принесет нам деньги, что это инвестиции, что мы будем все тут купаться в золоте от этой свалки, но они просто нам пускают пыль в глаза, они закрывают главное, что на самом деле к нам просто повезут 500 тысяч тонн отходов в год. Нам нужна такая власть? Нет! Нам нужны люди, которые пытаются нас отравить? Нет! Орлова, в отставку! Должны чиновники работать на улучшение жизни народа, а не на ухудшение жизни народа. Ухудшение жизни народа – это преступление. Крым, Сирия, Донбасс, бабушки, дедушки, не до вас, и денег нет для вас. Лохи мы, я прошу меня извинить, но мы действительно похожи на них. Нас все бьют, а мы все голосуем за представителей Единой России, за нашего президента. И когда, наконец, мы очухаемся, это большой вопрос. Проблема у нас не в мусоре, проблема у нас в Кремле, в покемонах кремлевских. Эти чиновники, эти жулики и воры, точно такой же мусор, как и тот, что лежит на Сколково. Путин – это мусор. Россия без Путина, Россия без мусора. Они не хотят вкладывать деньги в переработку. Им гораздо проще свести сюда, украсть, а потом в кучу свести. Ярославская область. Замотать в полиэтилен и на поездах в Архангельскую область. Проблемы, которые не решаются годами и десятилетиями, они накапливаются и приводят к коллапсу. То есть экологический геноцид в рамках 46 лет, 40 миллионов тонн мусора московского будет у нас действовать, независимо от того, хотим мы или нет.